Открывая расширенное совещание, президент Аслан Бжани отметил, что с наступлением холодов участились проблемы в обеспечении населения электричеством. Вчера, позавчера, на прошлой неделе были отключения, аварии, подчеркнул президент и попросил исполняющего обязанности директора Черноморэнерго Тенгиза Гирджанба рассказать о результатах работы. Авария высоковольтной линии электропередачи 110 киловольт ВЛ Багмаран-1. Линия оборвалась. Это было вечером, но уже не представлялось возможности его устранения вечером. Приступили к работам рано утром, и в 11 часов уже была устранена авария. Причина аварии – перегруз на линии 110 киловольт Багмаран-1. Номинал его 450 ампер, уже 550 ампер несет эта линия. Руководитель ведомства отметил, что перегруз на линии связан как с похолоданием, так и с майнингом. Президент напомнил о поручениях, данных на прошлой неделе, и поинтересовался, насколько успешно они выполнены. В частности, Черноморэнерго было поручено сформировать и передать в МВД списки с примерным указанием мест нахождения майнинг-ферм. Уважаемые коллеги, на прошлой неделе мы встречались. Вы, министр внутренних дел, вице-премьер. Мы с вами договорились о том, что вы в Министерство внутренних дел передадите списки определенные, по которым МВД будет работать. Это поручение выполнено? Списки мы получили по Гагре и по Гудауте. Мы работаем, взаимодействуем. Группа сформирована. Нам нужна группа с госстандарта и определенная группа с Черноморэнерго, и мы готовы выезжать. Аслан Бжани высказал недовольство тем, что за 2 дня с тех пор, как в МВД пришли списки, все еще нет никаких результатов. Президент подчеркнул, что выходные не оправдание. Для вас, всех присутствующих, и для меня тоже нет выходных дней. Особенно сейчас, пока такая обстановка, отметил глава государства. Руководитель госстандарта Галуст Трапезанян отчитался по отключениям незаконных криптоферм. 43 по незаконным подключениям по получению официально данных Черноморэнерго. Мы вместе по городу Сухум 28 и по районам получается еще 15. Вот мы эти отключения провели. Кое-где мы сделали акты и передаем в суд по незаконным подключениям. А все остальное мы отключаем. Президент Аслан Бжани поинтересовался у представителей исполнительной власти, что нужно сделать, чтобы борьба с майнингом стала постоянной и эффективной. То, что мы проводили совещание у меня на прошлой неделе, я думаю, аналогичное совещание мы проводили год тому назад тоже. На совещаниях не остался ни один вопрос, который мы не обсудили. Проблема у нас с реализацией на практике тех вопросов, которые мы обсуждаем. Мы об этом уже говорим неоднократно. Наладить системную работу в плане противодействия не удалось. Ее нет. Она носит характер периодически. Иногда она есть, иногда ее нет. То у нас потребление в летний период в рамках профилактических мероприятий, которые осуществлялись Министерством внутренних дел и Службой госбезопасности, дали определенный результат. У нас июль, август, сентябрь было достигнуто снижение показателей среднесуточно на 1 миллион киловатт-часов. У нас, соответственно, по октябрю месяцу ситуация ухудшилась, поэтому была инициатива на вашем уровне провести такую встречу, вами даны были поручения, сейчас мы активизируем эту работу. В данном случае координацию правительства осуществляло и будет осуществлять дальше. Каждое ведомство в своем направлении эту работу проводит. Единственное, что надо дать объективности определенную, определенный вопрос, связанный с тем, что по октябрю у нас показатели значительно ухудшились, и превышение потребления составляет 1,7 миллионов киловатт-часов. Практически по всем районам идет превышение. Аслан Бжани поручил правительству еженедельно формировать сводку по результатам борьбы с майнингом, а также поинтересовался, насколько повысилась собираемость платежей за электроэнергию. Тенгиз Гирджанба сообщил, что на 3%, и президент отметил, что этого недостаточно, и работу по собираемости необходимо усилить. Я хотел бы ваше внимание обратить на то, что в некоторых селах Ткачевского района, в некоторых селах Ачимчирского района собираемость выше, чем в некоторых селах Гудаутского района. Когда мне говорят о том, что это обусловлено тем, что население живет небогато, я в это не верю. Но не может же быть такое, что у нас 90% нищих в селе проживает, в благополучном селе. Это вопросы отсутствия должного администрирования.
Ни один руководитель у нас, кроме некоторых глав администрации городов и сел, не получили за эти 1,5 года никаких, скажем так, на них не были наложены меры дисциплинарного взыскания. Мы тут проявляем, на мой взгляд, неоправданное великодушие. Глава государства попросил чиновников высказать предложения о том, как можно повысить собираемость. Звучали предложения об установке счетчиков, об оглашении списков должников, о требовании справки об отсутствии задолженности за свет при оформлении документов или выезде за границу. Выслушав подчиненных, Аслан Бжаня дал следующие поручения. Все руководители, министры, определите у себя в ведомствах ответственные лица. Проведите совещание. Пусть хотя бы ваши подчиненные покажут вам квитки о том, что они за свет заплатили. Я абсолютно уверен в том, что 30% наших с вами подчиненных, а может даже еще больше, за электричество не платят. Наши предприятия бюджетной сферы, которые должны энергетикам эту проблему или путем взаимных зачетов, если есть налоги, закрыть эту проблему в этом году. Будет сложно требовать с кого-то заплатить за свет, если мы не будем за этот свет платить сами. Администрации президента глава государства поручил проводить еженедельные рейды в районы Абхазии с публикацией списков неплательщиков. Еженедельно представители администрации президента должны по графику выезжать в районы. Приезжают в Очимчирский район заранее подготовленными, не просто так, не зная зачем, со списком самого большого проблемного села. К тому времени, когда они приедут, в селе собирают актив. Представитель администрации президента, глава района выезжают в село и беседуют с активом. Значит, давайте, эта идея списков, она неплохая. Это поручение вам, администрации президента. Пусть дают эти списки, мы найдем, где их вывесить, если это нужно будет. Вице-премьер Кристина Озган отчиталась о договоренностях по перетоку электроэнергии из Российской Федерации. Она отметила, что в новом договоре будут отражены объемы перетока на ближайшие 5 лет, а не на год, как делалось ранее. В данном случае весь баланс потребления электроэнергии подготовлен. Более того, в эту программу погружены все мероприятия, которые предусмотрены в дорожной карте, в том числе вопросы, связанные с счетчиками, вопросы, связанные с реновацией объектов энергосистемы, объем снижения технических потерь, план тарифной политики и, соответственно, коммерческие объемы поставок. Вот этот баланс весь подготовлен. Мы сегодня, в пятницу его получили. Сегодня вам доложу основные подходы, которые в нем предусмотрены. И завтра на совещании в Министерстве энергетики мы, наверное, определимся с окончательным ценой. Президент Аслан Бжаня интересовался, как продвигается идея создания технопарка и нужен ли такой объект республике. Кристина Озган отметила, что в новом 5-летнем договоре коммерческий переток электроэнергии тоже учтен. Коммерческая энергия будет стоить дороже, чем социальная, но ее объемов хватит на удовлетворение потребностей майнинг-ферм. Ситуация связана с коммерческим потреблением электроэнергии, значит, потребителями, осуществляющими цифровые вычисления, в данном случае в объеме поставок электроэнергии предусмотрено. В каком формате мы это будем делать, соответственно, должны будем определиться здесь внутри. И объемы в данном случае это один вопрос. Второй вопрос – это ценовая составляющая. По ней здесь, соответственно, идет градация по объемам коммерческих поставок и по объемам социальных поставок. Я сейчас не могу вам однозначно сказать, как будет выглядеть цена для коммерческого потребления, потому что она погружена в общую тарифную политику. На данный момент пока речь идет о 3 рублях 60 копеек. Средняя цифра до 2026 года 670-680 миллионов киловатт-часов в год. Это коммерческий переток, это значительная сумма. Она бы сняла все вопросы, но надо к этому подойти. Там и социальный переток достаточно высокий, то есть надо доработать. Президент поручил как можно скорее закончить работу над документом и передать российской стороне. Также он попросил отчитаться о договоренностях по запуску Абхазского аэропорта. Кристина Озган отметила, что необходимые запросы в Международную организацию гражданской авиации направлены с российской и абхазской сторон. Дорожная карта с Министерством транспорта России практически утверждена, а договор с проектным институтом на этапе подписания. Значит, мы получили согласование администрации президента. Соответственно, 25 числа в Министерстве транспорта
состоится совещание. Значит, если в данном окончательном согласованном варианте дорожной карты изменений не будет, этот вариант дорожной карты будет утвержден решением сопредседателей межправительственной комиссии, которая планируется к подписанию в декабре месяце. Также мы получили согласование администрации президента к проекту агентского соглашения. Значит, с представителем инвестора также планируется совещание. Они будут присутствовать в Минтрансе на совещании, но мы, наверное, скорее всего, с ними до совещания в рабочем порядке пообщаемся. В принципе, мы готовы будем подписать. Президент поручил подписать договор на проектирование аэропорта до конца текущего года. Также до конца 2021 должен быть подписан проект по газификации Абхазии. По проекту газификации у нас, в принципе, с подрядчиком уже была финишная редакция проекта договора на разработку генеральной схемы. Но в соответствии с установленным порядком необходимо согласование Министерства энергетики. Там возникло одно дополнение со стороны Министерства энергетики, которое необходимо будет внести в техническое задание, соответственно, но с которым подрядчик не совсем согласен. Как вы знаете, на прошлой неделе у нас также находились здесь представители Министерства экономического развития. Мы данный вопрос обсуждали в телефонном режиме с Министерством энергетики и решили, что на этой неделе мы проведем совещание с участием подрядчика и снимем все вопросы и выйдем на подписание. Вице-премьер Кристина Озган отчиталась по ключевым темам совещания у замглавы администрации президента России Дмитрия Козака. Речь идет в частности о программе льготного кредитования абхазских бизнес-проектов на общую сумму 10 миллиардов рублей, создании Российско-Абхазского фонда и грядущем подписании новой программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. По результатам встречи в администрации президента и в соответствии с протокольными решениями часть мероприятий уже реализована, в том числе исчерпывающие списки мероприятий, связанных с инфраструктурными проектами и с инвестиционными проектами, российской стороне направлены, вам тоже отправили для того, чтобы вы понимали, что туда ушло. Значит, далее по фонду позиция абхазской стороны в виде предложений, согласованной с вами, также ушло. Значит, сама программа социально-экономического развития прошла стадию согласования. Мы получили все заключения заинтересованных министерств и ведомств абхазской стороны. Мы сегодня ее вносим в официальном порядке в правительство. Срок реализации мероприятия по ее согласованию, в данном случае это и постановление правительства, и указ президента, должны быть подписаны до 15 декабря. Аслан Бжания поручил администрации президента работать в тесном сотрудничестве с Министерством экономики, особенно по вышеперечисленным крупным государственным проектам. Последним вопросом совещания стали результаты визита представителей российского Минтранса для инспекции проблемных тоннелей и мостов. В принципе, Росавтодор определил некоторые подходы к решению вопроса. Совместно с Минэкономразвития России они должны будут провести там совещание и подготовить предложение абхазской стороне. Но на данном этапе пока речь идет о проектировании этих мероприятий в рамках инвестпрограммы 2022 года. Значит, там 2 тоннеля, один из них очень проблемный, и 3 моста. Завершая встречу, глава государства Аслан Бжания просил подчиненных тщательно изучить проект по строительству гостинично-апартаментного комплекса «Москва» в Пицунде. Этот масштабный проект, сумма инвестиций около 20 миллиардов рублей, должен быть завершен к 2025-2026 году. За год на этом объекте смогут отдыхать 180 тысяч туристов. Я хочу, чтобы вы изучили бюджетный и мультипликативный эффект от этого проекта. Тут очень серьезные цифры. Я хочу, чтобы вы их знали и понимали, почему мы на это идем, подчеркнул президент Абхазии. Надежда Боровикова, Сасрыкуагуха, Абаза ТВ.